Поселок Кварцитка. Вот хвостовая магистраль, которая качает сейчас пульпу с новой фабрики цианидом раствором. И вот протечка на территории поселка на метр. Все испарения летом мы дышим сплошным цианидом. Еще меня вызывает опасение ситуация с прорывами дамбы хвостохранилища в поселке Жалымбет. Хвостохранилище там расположено прямо возле местной реки, которая в свою очередь примерно через 80 километров впадает в реку Селиту, и через 20 километров река Селита превращается в Селитинское водохранилище. Все, тут все, что с хвостов дренировало, все попадает в речку Аксу. В этом году планируют начать строительство полностью фабрики, хвостов. И, в общем, вот эта западная сторона, юго-западная сторона от Кварцитки, все будет тоже загорожено отвалами, карьером и хвостами. Все взрывные работы, которые будут проводиться, все газы, все, что при малейшем дуновении ветра будет идти на дно, все проливы аварийные будут попадать, естественно, в самую нижнюю точку, в дренаж в речку Аксу. То есть строительство они уже начали, с населением не согласовали ничего. Все, это все идет. Тут у нас, где хвостохранилище строится, у нас дети там бойгу устраивали, там была нарезана корова. Вот это сейчас все загадилось, там нету этого. Там же мы собирали грибы и ходили, то есть население, там же коровки у нас паслись. Естественно, производятся взрывные работы, массовый взрыв. Никто не изучал, как эта сейсмика поведет на эти залежи, хвостовые залежи урановые. Сейсмика, вы знаете, это вибрация все разрушительная, и может быть дамба не выдержит и просто дать оползень, и вся эта урановая отработанная масса хлынет на рельеф местности, это будет уже экологическая катастрофа республиканского масштаба. Значит, золото у нас и урановый карьер находится буквально через 200 метров. И нам хотят доказать, что золото у нас без содержания урана. Одно рудное поле, естественно, с содержанием урана фонит повышенный фон. О каком новом строительстве может идти речь, если на существующих фабриках допускаются постоянные аварии с выбросом цианида в атмосферу и на рельеф? Я не мог поверить своим глазам. Вместо, как мне казалось, роскошного поселка, сытого и довольного, мой взор упал на старые латаные лачуги из середины 20 века. Как поселок, стоящий в прямом смысле на золоте, может быть в таком запущенном и убогом состоянии? В день нашего приезда жителям Бестюбе повезло. Ветер изменился, и пыль с осушенных хвостохранилищ летела от поселка в степь, покрывая все на своем пути характерным желтоватым цветом. Мне еще раньше приходилось слышать, что в поселке исчезли птицы, к примеру, воробьи. Местные жители это объясняют плохой экологической средой. Желтая пыль еще долго скрипела на моих зубах, а одежду с налетом желтизны пришлось по приезду в город хорошенько стирать. Новенькое здание поликлиники напоминало человека, по ошибке заехавшего на дорогом автомобиле в криминальный район города. Настолько был явен визуальный контраст между постройками. Как своевольная деятельность определенных компаний при поддержке или безразличном отношению к происходящему со стороны некоторых органов власти доводят государственную промышленность и вместе с ней населенные пункты до такого состояния. Молодые, 30-40-летние мужчины, да, женщины начинают болеть онкологические заболевания. Жители жалуются, скоту скоро нечего будет есть. Недовольные сельчане просят компанию переселить их в Степногорск. Вот только руководство предприятия говорит, что это не в их силах. Ну а чиновники в ситуацию вмешиваться не спешат.